А задумывались ли вы о своей будущей пенсии? До 31 декабря этого года граждане моложе 67 года рождения должны сделать выбор, хотят ли они сохранить свою накопительную часть пенсии. И если да, то они должны выбрать место, где хранить свою накопительную часть пенсии. Либо в управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации, либо в негосударственном пенсионном фонде. Мы решили узнать у граждан города Якутска, в курсе ли они об этом и вообще готовы ли они к своей пенсии. Да нет, еще не думал. Я работать еще не начал пока что, поэтому пока не думал, нет. А вообще, вот что вы думаете о пенсионной реформе Российской Федерации? Вы задумывались об этом? Она нужна, пенсия, вам в будущем? Ну да, нужна, но я не задумывался об этом как-то особо. Я давно уже это прошла, поэтому мне нету накопительной. А как вы считаете, вам она нужна была, накопительная часть? Вот мы сейчас для молодых людей это опрос делаем, нужно или нет? Я не знаю. Нет, наверное. А сколько вам лет? 18. 18. Вы задумывались о своей будущей пенсии? О, вроде пока нет. Нет? Вам, как вы считаете, вообще в будущем вы трудоустроитесь официально, да? И ваш стаж будет влиять на вашу пенсию. Вам вообще интересно, сколько вы получите, когда вы выйдете на пенсию? Да. Очень даже интересно. А вы разбираетесь в страховой и в накопительной части пенсии? Нет, да? Нет. А вы официально трудоустроены? Да. Официально, да? А скажите, пожалуйста, вообще вам в будущем пригодится пенсия? Нужна она или нет для вас лично? Ну, я думаю, да, любому человеку нужна пенсия. Когда ты работать не можешь, на какие тебе деньги жить, в принципе. А на какую сумму вы рассчитываете? Какая сумма, когда вы выйдете на пенсию, будет для вас приемлемой, чтобы жить в достатке? Даже не знаю. Когда я выйду на пенсию, поменяется время, поменяются цены. То есть, Ну, примерно хотя бы 20-25. тысяч рублей в месяц, Да, да. А сейчас пенсионеры получают 12 тысяч рублей в месяц. Как вам такая сумма? Ну, лично для моей бабушки это мало. Я знаю, у меня бабушка болеет, у нее больное сердце, мне кажется, ей маловато будет. Потому что ей очень много лекарств надо покупать, мы, конечно, помогаем, но 12 тысяч для наших пенсионеров, мне кажется, это меньше нормы. Своей будущей пенсии. Пока еще нет. А вы работаете? Студент. А на какую пенсию рассчитываете тогда? А сейчас сколько? 12 тысяч рублей в месяц. Побольше, наверное. Будущей пенсии. Нет, По какой причине? я не работаю. А где вы храните свою пенсию? Ну, у меня, в принципе, накопления идут пока на государственную. Я перевелся, приходил мне представитель, какое-то московское, тоже накопительная система, туда перевел. То есть накопительную часть свою перевели уже в негосударственный пенсионный фонд, Да. Ага. А по какой причине вы решили так сделать? Все равно, где будет храниться, там или там. Как бы так. На сегодняшний день вот средняя пенсия 12 тысяч рублей в месяц. Как вы считаете, этой суммы достаточно? Если нет, то какая она должна быть? Ну, судя по нашему городу, то нет. Никак нет. Отопление, квартирные затраты, туда-сюда на проживание, даже тоже питание. Вот приезжают не городские, они говорят, у нас дорого, как в Москве. Так что 12 тысяч это только-только. Сколько тогда, по-вашему? 1020-25 надо, как минимум. Чтобы оплатить все коммунальные услуги, чтобы оплатить телефон, туда-сюда, на проезд, ну и, соответственно, поесть и съездить куда-нибудь. А когда вот вы выйдете на пенсию, какая сумма бы вас устроила? Чтобы вот не так, чтобы как сейчас, там только на минимум хватало, чтобы достаточно было. Когда я выйду на пенсию, это будет очень не скоро, скажем так. И я на будущее не загадываю. Какие там будут цены, неизвестно. Предпочитаю негосударственные. А по какой причине? Доверяете больше или, может, там как-то рассчитываете на проценты? Доверяю. Просто. А как вы считаете, вам накопительная часть пенсии в будущем пригодится? Думаю, да, конечно. Ой, пока так конкретно сумму сказать не могу, конечно. Но, наверное, устроит 30-40. В месяц. Ага, но еще что будет впереди, еще неизвестно. Какая сумма там, не знаю, там 30 тысяч, наверное, это будет минимально. Вот как сейчас вот думаю, что хватит, наверное, 40 тысяч пенсии, да, это же высокая, так, а в будущем не знаю, как жизнь сложится.
А как вы думаете о том, что сейчас пенсионер у нас в среднем получает 12 тысяч рублей в месяц? Ой, это страшно. У меня вот отец получает 12 с чем-то. Ага. Это вообще кошмар. Ага. Ему на что не припадает этих денег? Ну вот оплатить коммунальные, газ, свет и на продукты, и все. Вот, слава богу, вот дети есть, которые помогают. И ужас, конечно. Да, да. А так всю жизнь работали, вкалывали, и вот в результате так. Сейчас пока не задумываюсь о своей пенсии, получается. Но считаю, что 12 тысяч для пенсионеров, мне кажется, что это мало. Потому что, мне зачастую бывает их очень жалко, когда, вот, например, я по себе знаю, они часто приходят, жалуются на свою пенсию, хотят, например, какое-то изделие, но не могут себе позволить. Я понимаю то, что у них пенсия маленькая, и, а так я сама пока не задумывалась. А сейчас ты знаешь, где ты вот официально трудоустроена, куда идут твои зачисления пенсионные? В негосударственный пенсионный фонд ты зачисляешь или в наш пенсионный? Ты вообще знаешь, где твоя пенсия? Да, конечно, «Алмазная осень». Это не государственный пенсионный фонд. Почему ты выбрала именно это? Там, я не знаю, мне объясняли то, что проценты там выше, чем государственные. Именно твоя накопительная часть, да? Ага. То есть ты в курсе, что когда ты в будущем выйдешь на пенсию, у тебя кроме страховой части будет еще и накопительная. И накопительная будет именно от алмазной осени зависеть. Не боишься, вдруг они прогорят, обанкротятся, ты останешься вообще без ничего? Я об этом, если честно, вообще не задумывалась пока. В негосударственном фонде я давно перевелась. Да, слышала. Я слышала, да, что это должно было закончиться в конце прошлого года и продлили до конца 15-го. Да, в курсе. Передали в негосударственный, да? Да. Накопительную часть вы имеете в виду? Да, еще 4 года назад. А по какой причине, допустим, вы выбрали негосударственный пенсионный фонд? По какой причине? Там больше процентов было. Поэтому. То есть, что в будущем у вас пенсия будет Да, больше? да. А какая сумма вас бы устроила? Сумма пенсии? Чтобы на тот момент можно было прожить на нее, когда я уже выйду на пенсию. Вот сейчас в России в среднем пенсия 12 тысяч рублей в месяц. Как вы считаете, этой суммы достаточно? И если нет, то какая она должна быть, на ваш взгляд? Конечно, это недостаточно, потому что этих денег буквально хватает на то, чтобы только необходимые продукты питания купить. К сожалению, наши пенсионеры не могут себе позволить, как в других странах, путешествовать, на отдых себе. Только на минимум, на минимальный пакет продуктов хватает. А в будущем, как вы думаете, какая ситуация будет, когда вы выйдете на пенсию? Ой, я думаю, еще предстоит немало реформ, да, но все-таки, мне кажется, сколько мы себе заработаем, на то и будем жить. Какую сумму рассчитывать, когда выйдете на пенсию? На какие деньги жить? А кто его знает, если я доживу или нет до пенсии? А вдруг война будет?